В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Более 40 больных COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Активная фаза ледохода на Лени проходит на территории Кобяйского района. Сегодня во всем мире отмечают День музея. Какие онлайн-мероприятия пройдут в Якутии, расскажем в конце выпуска. 41 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Якутии за минувшие сутки. Из них 33 в Якутске, 2 в Алдании и 6 в Мирном. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал глава Якутии. По словам Айсена Николаева, за выходные 43 человека выписаны из больниц. Однако глава отметил, что тревожит появление среди больных пожилых людей. Эпидемиологическая обстановка у нас остается такой же стабильной, напряженной. За последние сутки 41 новый случай и количество в общем случаев заражения по республике с начала эпидемии 869. Также, конечно, нас тревожит то, что появляются моменты, связанные с появлением среди больных пожилых людей. В частности, вот после праздников появился из Намского улуса человек, 85-летняя женщина. Так. Есть случаи появления болезни в маленьких селах, в том же Намском районе. Вот. Есть случаи появления заболевших среди вахтовых рабочих в Амикунском районе, в Алданском, в Мирнинском, в Нерюнгринском. Ну, это за последние дни. Все, в принципе, случаи локализованы, выявлены. Вместе с тем это говорит о том, что работа с недропользователями, которые массово завозят вахту, конечно, должна усиливаться, и контроль должен быть усилен со стороны и правительства, и Роспотребнадзора, и самих работодателей по тем людям, которые приезжают в республику на те или иные работы. Также Айсен Николаев рассказал об отработке ранних очагов заболевания, в частности по Якутской офтальмологической больнице и общежитии СВФУ. Ситуация более-менее начинает, в особенности по городу Якутску, у нас входить в такое стабильное русло. Мы понимаем, что у нас вот эти очаги, которые ранее были, офтальмология, тот же СВФУ, они уже не дают новых случаев. Случаи идут по уже ранее другим выявленным контактам. Вот, и их, к счастью, мы надеемся, что в ближайшее время уже будет не так много. Вместе с тем, конечно же, ответственность руководителей предприятий, учреждений персональная за соблюдение всех санитарных и эпидемиологических норм на их предприятиях, в их учреждениях, она, конечно, должна усиливаться. В аэромобильном госпитале на Чииндинском месторождении проверено 1500 наблюдений и 1000 скрининговых осмотров. В госпитале оказывается помощь вахтовикам предприятия без транспортировки в другие лечебные учреждения. В госпитале распланировано зонирование, организованы санпропускники, отдельные входы для персонала и пациентов. Подготовлены к работе 4 аппарата ИВЛ, мобильная клиника, диагностическая лаборатория, помещение для компьютерного томографа и рентгена. В Ленском районе Республики Саха-Якутия, вблизи Чииндинского нефтегазоконденсатного месторождения, силами МЧС России развернут аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения граждан вместимостью до 125 человек. Медицинским персоналом уже проведено свыше 1500 динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников. Госпиталь интегрирован в региональную систему здравоохранения, и при необходимости его ресурсы могут быть расширены. Для проведения противоэпидемических мероприятий задействовано около 30 специалистов МЧС России, в том числе 8 медицинских работников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также 10 медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Экспресс-тест на коронавирус пройдут все призывники Восточного военного округа. Проверят более 9000 срочников. Помещения, где расположены сборные пункты, прилегающая территория и транспорт для призывников будут обработаны подразделениями химзащиты. Тестирование будет проводиться в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура будет занимать не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник будет допущен на сборный пункт. В весенний призыв планируется направить в войска более 9000 новобранцев. Первые отправки состоятся после 20 мая.
Активная фаза ледохода на Лени проходит на территории Кобяйского района. Его протяженность составляет 165 километров. За сутки продвинулся на 30. Нижняя кромка наблюдается в 30 километрах ниже поселка Сангар. Уровень воды там чуть более 9 метров при критических 11,5. Верхняя кромка у поселка Батамай. Уровень также чуть более 9 метров при критических 11,5. Возможно повышение уровней воды у населенных пунктов на территории Кобяйского района. Далее, на реке Алдан ледоход продвинулся на 52 километра за сутки. Нижняя кромка в 20 километрах ниже поселка Дыгдал. Уровень воды ниже реки. Протяженность ледохода на реке Вилюй составляет 118 километров. За сутки продвинулся на 138. Нижняя кромка наблюдается у населенного пункта Хатырык-Хамо. Уровень воды чуть менее 9,5 метров. Далее на реке Колыма за сутки ледоход преодолел 40 километров. Нижняя кромка у поселка Зырянка. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. И на реках Яна, а также Индигирка продолжаются колебания уровней воды. Что касается паводковой ситуации, она у нас в этом году стабильная. Сейчас ледоход по линии уже ниже Сангар, уровни стабильно падают. Мы не видим сегодня особых каких-то проблем по продвижению ледохода дальше. Что касается Алдана, мы ожидаем завтра, послезавтра выход уже его тоже в устье. Сейчас он идет ледоход в районе Дыгдала. Ну, в целом, хотя уровни высокие, но, конечно, не такие критические, какие они могут быть именно в этом районе. Вот. Вилюй тоже со дня на день выйдет в устье. Для контроля паводка на реке Колыме в Зырянку и Среднеколымск переброшены оперативные группы МЧС. Для обеспечения безопасности населения при прохождении ледохода задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС. На реках за минувший день отработали 2 оперативные группы ведомства в составе 25 человек и 2 единиц техники. Сегодня самая такая напряженная традиционная обстановка у нас начинает складываться на Колыме. Сейчас ледоход идет в районе Зырянки, уровни высокие, близкие к критическим. Традиционно затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. Вот. Но вместе с тем говорить о том, что уровни там достигают уровня 2018 года и так далее, пока, слава богу, не приходится. Уровни пока все-таки еще далеки вот за критических. Оперативные группы МЧС и республиканских ведомств, они переброшены, находятся уже и в Зырянке, и в Среднеколымске. Необходимый объем взрывчатых веществ для проведения работ в тех районах, где традиционно на Колыме у нас затор бывает, в районе Среднеколымска тоже на месте создан. 3 природных пожара зарегистрировано в Якутии. По данным на сегодня, очаги замечены на территории Якутска, Усть-Алданского и Хангаласского районов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 10 гектаров. На тушение привлекалось 39 человек и 4 единицы техники. Отмечается, что специалисты выполнили все превентивные меры защиты. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Отопительный сезон в Якутске завершится 20 мая. По регламенту тепло отключается при установлении 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. Но не позднее 20 числа этого месяца. Между тем, подачу отопления в квартиры можно снизить, обратившись в свою управляющую компанию. При наличии заявок от жильцов и технической возможности у ресурсоснабжающих организаций возможно отключение подачи теплоснабжения раньше срока. Между тем, Чульманская ТЭЦ уже начала готовиться к следующей зиме. За 30 дней энергетикам предстоит выполнить масштабный объем работ, требующий полного прекращения технологического процесса. Это ремонт и замена запорной арматуры трубопроводов, главного паропровода, сетевой установки и так далее. В рамках ремонтной кампании 2020 ремонтироваться будут и котлы станции номер 2 и номер 6, капитальный ремонт котла станции номер 5, замена участков тепловых сетей общей протяженностью почти 2000 метров. В непростой ситуации из-за пандемии оказались несколько сотен тысяч предпринимателей по всей России. В Якутии наиболее пострадавшими признано порядка трети всех субъектов малого и среднего бизнеса. Это около 13 тысяч человек. Вместе с тем, Якутия одна из первых среди субъектов страны приняла меры для их поддержки. 24 марта указом главы были утверждены первоочередные меры, среди которых снижение налоговой нагрузки, административных барьеров, обеспечение доступа к льготному финансированию. Кроме того, принят и комплекс мер финансовой поддержки. Уже в ближайшие дни предприниматели смогут подать заявки для получения ряда субсидий.
в том числе на оплату процентов по банковским кредитам, на цифровизацию бизнес-процессов и создание интернет-магазинов, затрат на аренду коммерческой недвижимости, оплату коммунальных расходов и других. В общем, мерами поддержки будут охвачены не менее 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Хотелось бы отметить, что самая актуальная информация по всем мерам поддержки бизнеса, как на федеральном, так и региональном уровне, размещена на портале малого и среднего предпринимательства республики portal.b14.ru. Ленское сельхозпредприятие «Батамайское» начнет производство сыра и обновит перечень кисломолочной продукции. Когда ее ждать на прилавках, расскажет Анна Кожевникова. 2 новых молокоприемника общества с ограниченной ответственностью «Батамайское» будут установлены в НЮИ и Артанахаре. Благодаря специализированному оборудованию в пунктах приема сдачи молока будет определяться жирность и качество. Также в этом году за счет республиканских средств предприятие закупит 100 голов племенных нетелей с Архангельской области. Это способствует обновлению стада. По сравнению с архангельскими, наши буренки дают в 5 раз меньше молока. Но не только от племени коровы зависит количество надоев. Оказалось, и от зарплаты доярок, которую в этом году повысили. Это у нас операторы машинного доения и животноводы, которые непосредственно заняты на производстве молока. Во втором полугодии планируется повысить зарплату всем остальным категориям работников, то бишь механизаторам и прочее. Теперь заработная плата доярок зависит от объема надоев, а такая сдельная оплата труда – хороший стимул для высоких показателей, считает управляющий. В апреле 2020 года было увеличение надоев на 40% по сравнению с 2019. Это еще и благодаря закупу специализированного комбикорма. Также внедрена система интенсивного откорма молодняка. Мы добились того, что у нас идет сейчас, в принципе, постоянный забой для отгрузки в магазины и в детские дошкольные учреждения города Ленска свежего охлажденного мяса. В этом году с помощью администрации нашего района планируем построить молочный цех, где будем производить этот ассортимент еще лучшего качества и в лучшей упаковке. И благодаря строительству нового молочного цеха будет запущено производство сыра, который, как пообещал гендиректор, не будет уступать известному алекминскому. Планируется изготавливать 3 разновидности сыра, и уже этой осенью жители Ленского района смогут попробовать новую продукцию батамайского предприятия. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня работники всего мира отмечают профессиональный праздник – Международный день музеев. Музей музыки и фольклора народов Якутии проведет прямые эфиры под названием «Про музей. Вчера, сегодня, завтра». С 12 часов о его истории рассказывает основатель и идейный вдохновитель музея. С 14 часов должна стартовать виртуальная экскурсия по экспозиционному залу «Музыкальная этнография коренных народов Якутии». А далее состоится показ мультипликационных фильмов для самых маленьких. Также в сторисах инстаграм-аккаунта музея будет проведена онлайн-викторина по музееведению. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.